Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. От вас ничего не зависит. Так решила судьба. И если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, что же от меня не зависит и что за меня решила судьба. И пусть нужная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Также всех вас, мои дорогие, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон, и пусть вам воздастся в миллион раз больше. Итак, давайте же посмотрим поскорее, что от вас не зависит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас, мои хорошие, самую нужную, важную и полезную информацию. Ой, как интересно. Тут любовь показана. Любовь, два сердца встретятся, два одиноких сердца встретятся и прям соединятся. Соединятся. Судьба так решила. Тут про любовь, причем любовь великую, любовь сильную, любовь настоящую, очень верную, преданную и невероятно нежную. Но вот мне идет, что любовь будет взаимной, что и вы влюбитесь, и в вас влюбятся. Может быть, вы этого не планируете, может быть, у вас и так любви хватает, а может быть, вы уже решили, что свое вы отлюбили. Ну, разные люди, да, мужчины и женщины, это одинаково идет предсказание, не переживайте. Но вот судьба решила, что именно сейчас, именно в эту пору жизни вам дадут истинную любовь, познать истинную любовь, прожить счастливые моменты в своей жизни, вот по-настоящему любя. Какая-то любовь мне еще идет очень трогательная, очень романтичная. То ли за вами так будут ухаживать романтично, то ли вы будете такую прям романтику переживать в этих чувствах. У кого-то любовь идет прям внезапная, да, может там куда-то на отдых поедете, либо просто вот человеком познакомитесь и вот моментально влюбитесь. То есть с вами такого никогда не бывало. И вы говорите, я вот человек очень там холодный, рассудительный, там, все хорошо с выдержкой, с терпением, там, эмоции могу подавлять, контролировать. Но нет, тут такая резкая вспышка, что даже самый сильный человек не сможет с ней справиться. То есть любовь, которая, ну вот в хорошем смысле слова, как сводит с ума и окрыляет, делает людей такими легкими, беззаботными, счастливыми, да, вот как счастье вас в семечко поцелует. Вот так мне идет. Ой, мои хорошие, тут такой у вас перекресток жизни идет. Если выберете любовь, никогда не пожалеете, самыми счастливыми людьми на свете станете. Проживете очень долгую счастливую жизнь, жизнь, наполненную именно вот и страстью, и нежностью, и заботой. Еще мне вот идет, что благодаря тому, что любовь случится, у вас тут инструмент какой-то, как работа, может быть, да, и какая-то вот звездная перемена в жизни. Так, давайте еще раз. Смотрите, перекресток – это значит выбор. Когда вы влюбитесь, у вас будет выбор. Либо поддаться этой любви и быть с тем, кого вы полюбили, либо все оставить как есть. Да? Вот такой перекресток. Если вы выбираете любовь, вот у меня абсолютно счастливая пара, какая-то вот мне работа идет. Может, вдвоем будете работать. Может быть, из-за того, что вот эта энергетика любви возникнет у вас, вокруг вас, к вам и работа хорошая придет. Может быть, не только к вам, но и к вашему партнеру. Да? То есть не обязательно конкретно вы будете работать, кто смотрит меня.
и какая-то звездная беззаботная жизнь. То есть жизнь там, где не нужно там, деньги считать, да, вот, там, откладывать, экономить, где не нужно там, жить, чего-то бояться, за что-то переживать. Да, вот как-то звездное мне идет. Жить богато, жить хорошо, жить так, как многие только лишь могут мечтать. Вот такая жизнь. Может быть, тот, в кого вы любитесь, я не знаю, иностранец, либо уже богатый человек, там, может, с хорошей семьи человек. Может, вы богатая из хорошей семьи, а благодаря тому, что вы влюбитесь, этот человек там, поможет вам приумножить то, что вы имеете, чем владеете. В общем, какая-то удивительная история, да, звездная, точно звездная. Как мечты, все ваши мечты исполнятся, да. То, о чем вы мечтаете в сегодняшнем дне, благодаря этой счастливой любви у вас исполнится, получится, будет. Это будет ваша такая вот беззаботная звездная жизнь. Но вот и инструмент еще показали, как работа какая-то, может, совместный бизнес, опять же, либо друг друга поддерживаете, да. И с работой все будет хорошо, либо работы будет больше, не знаю, бизнес какой. Мне почему-то вот бизнес идет, что бизнес какой-то откроете, очень успешный, прибыльный. Но это все благодаря любви. Энергия любви, энергия денег очень схожи. На самом деле, вот самой первой была энергия любви. Люди уже могли любить, умели любить, а деньги им еще были не нужны, да, вот в те еще доисторические времена. Вот. Но со временем как бы эволюция, да, все менялось, этот процесс обмена, товарообмена, он перерос в нечто большее, стали появляться деньги. И энергия денег, она очень похожа на энергию любви. В современности считается, что энергия денег и энергия любви – это как две сестры. Да, они очень похожи. Да, они разные, но они очень похожи. В одной даже какой-то тональности они идут, одинаково звучат, понимаете? Вот у вас благодаря этой любви еще и вот как жизнь меняется в лучшую сторону, и работа идет, деньги идут. Мои хорошие, это ваш выбор, это ваша жизнь и ваша судьба. Если рискнете, точно не пожалеете. Вот. Но если не рискнете, ну да, вы познаете настоящую любовь, но останетесь, вот если не выберете этого человека, там, не захотите, допустим, что-то в жизни менять, ну так и останетесь, как живете. Вот мне идет так. Судьба дает тут шанс. От вас не зависит, влюбитесь вы или не влюбитесь. Да? Тут по-любому влюбитесь, судьба так решила. Но от вас зависит, воспользуетесь ли вы этой возможностью на счастливую жизнь, да, с любимым человеком, либо все оставите как есть. То есть судьба милосердна, высшие силы говорят, это твое решение. Вот что ты выбираешь, то и будет. То есть никакого насилия. Да? Может быть, вы в браке находитесь, либо у вас перед кем-то есть обязательства, и вы скажете, я не могу нарушить ради своего счастья, я не могу там нарушить. Мало ли так еще может быть. Ну, настоящую любовь вы точно познаете. Именно настоящую, еще раз подчеркну. Дальше, мои хорошие, от вас не зависит обретение, получение, даже не просто обретение, а получение какой-то награды. Вот так решила судьба, что вам нужно дать награду. Вы ее обязательно получите. Награда у вас слева показана. То есть, ну, вы не ждете и не думаете, вот за что меня награждать. Я что ничего такого не делаю, просто живу. А вот судьба-то знает и за вас, и про вас. Ваше прошлое видит. Ну, где-то вы отличились, да, какими-то хорошими делами. Награда вам идет, и вы эту награду получите. Даже если не захотите брать, все равно получите. Тут нельзя будет отказаться от этой награды. Я не могу сказать, что конкретно подразумевает эта награда. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Я вижу нечто удивительное и то, что сложно в вашей жизни представить. Да? Вот вы можете представить что угодно, но только не это. Здесь какой-то невероятный момент идет, что вас будет прям трясти от восторга, от удивления. И такого еще в вашей жизни не было, то, что идет вам наградой. Ну, не ждете, не гадаете и очень эмоционально к этому отнесетесь. А награда вас найдет. Награда вас по-любому найдет. Награду вы получите. Дальше вы не ждете от кого-то из друзей либо близких, кто через тройку к вам
Ну, тройка — это родственники могут быть, и друзья, и коллеги, с кем вы дружны. Вы не ждете какой-то жертвы. Человек ради вас чем-то пожертвует, либо от чего-то откажется. Очень необычное событие. Может быть, вы общаетесь, но человек никогда не был замечен в каком-то альтруизме, либо в особом предпочтении вас, да, в особой любви к вам. Ну, дружите, там, общаетесь, ну, родственники, ну, что дальше? То есть, как все. А тут вот мне идет как жертвенность, как пренебрежение своими интересами в пользу вас, либо отказ от чего-то во имя вас. Да? Вот человек просто вам дорогу уступит, скажет: иди, иди, а дорога желанная, допустим. Либо, может быть, человек отступится там, от должности, либо человек отступится от какого-то наследства, от какого-то там, не знаю, денежного предложения, что от какой-то награды даже откажется, потому что скажет: ну вот ты этого больше достойна, ты более талантливый или талантливая. Удивительно, удивительно. Вы другими глазами на этого человека посмотрите. И если бы я сейчас вам назвала имя этого человека, вы бы сказали: ты врешь, такого быть не может. Я знаю этого человека, он никогда ничего там, например, сверхъестественного не делал. И человек вообще живет как-то обособленно, как особняком находится. Да, общается, да, мы там родственники, но так, чтобы мне чем-то помогать, либо что-то мне там давать, дарить, такого никогда не было. Но вот человек на это пойдет. И я вам даже больше скажу. Человек на это пойдет, потому что будет четко убежден, что он либо она недостойна, а вы более достойны. Ну вот, как я сказала, что вы более талантливы, более способны, либо вам больше надо. Да? Вот как-то так мне идет. Как что-то в душе дрогнет у этого человека, либо человеколюбие проснется, но именно в отношении вас. Сказать, что этот человек вас удивит, ничего не сказать. Я же говорю, в сегодняшнем дне это кажется невозможным. Но это произойдет. Да. Это произойдет. Жертвенность, либо вот как отступится от чего-то человек, пожертвует собой, своими интересами вам на благо во имя вас. Ну, такое, знаете, интересное событие, очень необычное. Так, еще, мои хорошие. Какой-то человек себе язык откусит. Ну, я так понимаю, что человек, который либо проклинает, либо сплетни распускает, занимается наклепом, оговором, провоцирует, возможно, вас, ну, словесно вас обижает. Вот этот человек сам себе язык откусит, пожалеет о своих словах. Даже если вы не обращаете внимания на этого человека, либо относитесь как к душевно больному, больной, там, может, рукой махнули, сказали: да ладно, пусть уже говорит, что хочет. Язык как помело, да, что какой из дурака спрос. Но вот мне идет, что человек сам себе язык откусит, пожалеет о том, что говорила. И также такими знаками очень часто показывает, что человек себе язык откусит в момент, когда все, что желалось вам, либо говорилось в сторону вас, этому человеку вернется. Человек скажет: блин, лучше бы я себе язык откусила, чем вот сейчас я это все на себе испытываю. Вот как-то так мне идет: закусит, откусит. Опять же, сейчас это кажется невозможным, потому что никак нельзя воздействовать на этого человека. Вы, может быть, там пытались разбираться, может быть, вы даже куда-то ходили, жаловались, да, там заявление писали на этого человека. А ему хоть бы что, либо ей хоть бы что, да. Вот не останавливается, верит в свою безнаказанность, вседозволенность у этого человека. Но вот язык таки откусит. Наступят такие времена, судьба вот спросит с этого человека, да так спросит, что человек предпочтет сам себе откусить язык. Понимаете? Вот такой момент. Сложный момент, но значит, нужно сидеть и помалкивать, да, не желать другому, иначе сам получишь. Тем более, если ты несправедливо желаешь. Вот многие говорят, там, проклятие. Если человек ни в чем не повинен, на него никогда никакое проклятие не ляжет. И если за человеком есть вина и проклятие справедливое, то, конечно, оно ложится. И ложится не только на человека, зачастую на весь род ложится, до 7-го колена ложится. Ну вот мне идет, что себе предпочтет язык откусить. Дальше, мои хорошие, от вас не зависит какой-то отрезок вашего жизненного пути.
Тут судьба буквально будет выстилать вам дорожку, и именно в таком направлении, которое не совсем вам понятно. Может быть, даже будете сопротивляться, либо ужасаться и думать, да как так, да почему моя жизнь складывается именно так, зачем я живу именно здесь, либо оказалась здесь, приехал сюда. В общем, какие-то вещи, которые вам сложно будет понять, но судьба вас таким, ну, как можно сказать, окольным путем от какой-то большой беды отводит. Вам это будет непонятно, даже будет как-то немножко обидно и противно, что вас куда-то там закинула судьба, вместо того, чтобы там что-то другое дать. Либо у вас будут одни планы, а все сложится ровно наоборот, либо сложится вот шиворот на выворот в другую сторону. Вот. Вы, главное, не обижайтесь на судьбу и знайте, что вас именно таким путем отводят от какой-то большой беды. Беда, горе, какие-то ужасные события в жизни, чтобы вы не видели этого, не видели, не знали и никогда, не дай бог, там не испытали. Идет как в обход этому всему поведет вас судьба. Да, просто примите как данность. Как данность примите и поблагодарите мысленно, либо вслух, что все идет не по плану, что все идет не так, как вы, например, хотели. Судьба вас не желает обидеть, судьба вас спасает. В моменте судьба вас спасает. Ну, допустим, там человек куда-то хочет поехать, а ехать туда нельзя, потому что беда будет. А человек, там, например, не может купить билеты на самолет, либо там с паспортом что-то не то, либо там опаздывает на транспорт и начинает ругаться, что же я такой невезучий, что же я такая несчастливая. На самом деле судьба остановила, чтобы вы вот, в бедственном положении не оказались. Да? Не хочу я про это говорить, чтобы не накаркать вам. Просто примите как данность. Поймите, что так лучше. То же самое, там, может быть, вы с кем-то хотите встретиться, увидеться, там, свидание какое-то, а вас раз и не пустили туда, не пустили. И вы начинаете думать, вот, как так, да что это за порча, да, на мне что это за сглаз, да что не везет в жизни. А наоборот, повезло, может, человек, там, маньяк, садист, уголовник какой-нибудь, либо еще что похуже, да, от беды отвели. Просто отвели от беды. Вот мне идет такой момент. Не обижайтесь, принимайте и благодарите. Когда что-то идет не по плану, просто благодарите. Судьба вас не обижает, она вас защищает. Еще, мои хорошие, я вижу, что вы будете чему-то учиться. Судьба хочет, чтобы вы что-то узнали, чему-то научились, что-то освоили, какие-то дополнительные знания получили. Учиться никогда не поздно, да? Но нам все-таки привычнее, что учатся дети, там молодежь учится. А люди более зрелого возраста, как бы считают, что уже и не надо, да, ни к чему. Но на самом деле у вас другая картинка, вам еще учиться и учиться. Мужчины и женщины одинаковые предсказания. Много чему предстоит учиться, что-то на практике будете изучать, что-то в теории, что-то смешано будет, практика и теория. Но учиться вам придется. Эти знания вам как жизненно необходимы, либо будут жизненно необходимы в будущем. Судьба будет тасовать карты так и их выкладывать, что вам вот некуда будет деваться, и вам придется учиться. Вот кто-то не умеет водить. И вот судьба знает, что вам в будущем это пригодится, и она вас вот прям направляет на курсы вождения. Либо на какой-то там курс срочной скорой помощи, на курс, может быть, каких-то там технологий, да. Будете учиться. Я вижу, что будете учиться. Я не могу сказать, что вы этому порадуетесь. Может быть, вы даже будете как-то сопротивляться и думать, Господи, да зачем мне это нужно, да зачем это все, это тяжело, я там не справляюсь, у меня не получается. Но надо, никуда от этого не деться, и придется учиться. Учиться, познавать, узнавать, копить в себе знания, восполнять какие-то пробелы в знаниях. Будете учиться, что делать. Судьба так решила. Как бы вы там ни отпирались, все равно нужные знания вы обретете и получите. Вот как ни крути. Еще у вас будет испытание, даже не просто испытание, а уроки. Да? Уроки вы будете проходить,
вы должны научиться говорить «нет». Вот, в этом ваша проблема. Вы не умеете говорить «нет». Вот такой вот безотказный человек. Но судьба хочет, чтобы вы научились это делать, да, овладели этим навыком говорить «нет». И вот какие-то люди будут вам посланы для тренировки, скорее всего, как испытание, как прохождение уроков. То есть, возможно, люди будут прибедняться, просить вашей помощи, вы будете давать помощь, и потом люди будут нагло там требовать еще, либо люди будут высмеивать то, что вы помогаете. Да, вот какой-то такой момент, чтобы вы научились говорить «нет». Сейчас вы всем говорите «да», и вот последнее готовы отдать, но вам нужно научиться говорить «нет». Когда такой момент. Непростой, кстати, это будет сложнее всего, потому что, будучи очень добрым и открытым человеком, для вас даже мысль о том, что я кому-то скажу «нет», она болезненна. Вот, не то, чтобы говорить «нет». Но чтобы вами не пользовались, да, чтобы у вас все там не растаскали, то есть хорошее, счастливое, что идет в вашу жизнь, вы должны научиться говорить «нет». И еще для кого-то идет момент, что от вас не зависит, где вы будете в будущем жить. Может быть, речь идет о жилье, да, это будет там квартира, либо дом, может быть, это какое-то вот как строение здания, да. А у кого-то отыграется город, страна, у кого-то еще отыграется континент, да, на каком континенте вы будете жить. Что бы вы там себе не думали, не мечтали, не планировали, будет именно так, как решит судьба. Смотрите, здесь вот какой-то момент связан с продолжительностью жизни, что ли, с качеством, продолжительностью жизни. Вот вам обещана счастливая жизнь, да? Но, может быть, в том месте, где вы сейчас живете, очень плохая экология, либо плохой уровень медицины, может быть, не очень качественная еда, там никто это не проверяет, вот прям люди там пестициды всякие едят, химикаты, всякие ГМО и прочее, прочее. И потом удивляются, откуда там болячки, откуда страдания, откуда вот там плохие анализы. Понятно, что в таких условиях там продолжительность жизни, там стрессы постоянные не может быть долгой. И я так понимаю, что судьба вас куда-то будет направлять, перенаправлять, где у вас действительно появится шанс не только хорошо и качественно жить, но и быть долгожителем, да? Долголетие у вас идет. Где хороший, например, уровень медицины, либо где хорошая экология, где именно для вас, для вашего здоровья меньше рисков чем-то там заболеть. Вот такой момент показан. Понятно, что вы разные, у каждого будет по-своему, но, может быть, вы где-то мечтаете жить у моря, там, где вечное лето и тепло, а судьба, например, знает, что у вас может какая-то болячка из-за этого появиться, очень страшная, и такая: нет, ты будешь жить там, где холодно, либо где дождливо, где нет такого там суперактивного солнца, которое может тебе повредить. Это как пример я привела, да? Может быть и наоборот, может быть и еще какие-то другие варианты. Это просто был пример. То, как я это представляю, как я это вижу. Может быть, там люди другие какие-то, да, которые там не обидят вас, либо не будут портить вам нервную систему. В общем, не зависит от вас, где вы будете в будущем жить. Не зависит как и не зависит где. Вот такой момент показан. Дальше, мои хорошие, какие-то проблемы, хвосты, даже это не просто проблемы, это хвосты. Это то, что тянется из прошлого, то, с чем вы справиться не можете, и вы просто эти проблемы вот по жизни тянете за собой. Вы думаете, когда-нибудь, когда у меня появится возможность, когда будут силы, я займусь. Вот теми проблемами я займусь. Но судьба потребует своего. И потребует, чтобы вы вот прям сели и начали решать, разбираться, да, избавляться от этих хвостов. У вас, кстати, много хвостов, у кого-то прям очень много. Из-за этих хвостов у вас постоянное состояние депрессии и стресса. Вы не можете расслабиться. Вы постоянно мыслями, да, прокручиваете, прогоняете это у себя в голове.
идет раздражительность, идет состояние бессилия, что как же мне справиться, что мне делать. Ну вот придется сесть и разобраться. Тем более судьба знает, что вы все можете порешать. С ее-то помощью вы точно все порешаете. От хвостов вы точно избавитесь. Хвостами могут показать что угодно, как и какие-то конфликты, так и неудачные там взаимоотношения, долги, кредиты, какие-то, может быть, спорные вопросы, да? Обиды могут показать. Ну, от хвостов вы точно избавитесь. Судьба так решила, так оно и будет. Поверьте, это вам все во благо пойдет. Жизнь действительно поменяется в лучшую сторону. Себя почувствуете свободным, счастливым человеком. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.